Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. От туризма и культуры до сельского хозяйства и энергетики команда Абхазии проводит первый форум. Изменить или отсрочить. В парламенте обсудили закон о кадастре недвижимости. «Танцуй как дзыба» фильма о легендарном балетмейстере презентовали в Госфилармонии. Официальная хроника. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства. Он подчеркнул, что Путин – один из самых авторитетных государственных деятелей современности. Благодаря вашей мудрой, дальновидной и последовательной политике Россия уверенно занимает заслуженное место среди ведущих держав мира, внося решающий вклад в укрепление международной безопасности, стабильности и справедливости, говорится в тексте. Бадра Гунба поблагодарил Владимира Путина за поддержку в обеспечении безопасности и социально-экономического развития Абхазии, пожелал ему крепкого здоровья и новых свершений. Президент Абхазии Бадра Гунба совершил рабочую поездку в Ткварчалский район. Он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии, памятнику Владислава Ардзинба. Глава государства также посетил объекты инфраструктуры, на которых проводятся ремонтные работы, сообщает пресс-служба президента Абхазии. События дня. Меморандум о сотрудничестве между администрацией президента Абхазии и платформой «Россия. Страна возможностей» подписали на полях форума «Команда Абхазии». В рамках мероприятия была предусмотрена работа тематических секций, посвященных самым важным сферам государственного управления, от туризма и культуры до образования, сельского хозяйства и молодежной политики. В форуме приняли участие президент республики, члены правительства, представители районных администраций и многие другие. На месте событий побывала Рада Чачава. В самом сердце столицы сегодня особенно многолюдно. В Сухуми начал работу форум «Команда Абхазии». В рамках мероприятия состоятся тематические секции. Участники представят ряд проектов и инициатив в ключевых сферах госуправления. На целый день Кабинет министров стал местом сосредоточения не только многочисленных идей, но и множества спикеров и экспертов из самых разнообразных сфер, от энергетики до культуры. Форум «Команда Абхазии» собрал воедино не только победителей и финалистов конкурса управленцев, но и представителей самых разных отраслей государственного управления. А началось мероприятие с пленарного заседания и приветственного слова президента Абхазии Бадры Гунба. В этом зале сегодня собрались в том числе и те, от кого зависит будущее Абхазии. Представители власти, эксперты, ученые, предприниматели, общественные деятели. Этот форум стал возможным благодаря инициативе, с которой мы выступили в начале этого года, и тому живому отклику, который мы получили от тысяч граждан. Хочу подчеркнуть, что работа по формированию сильной команды Абхазии ведется во взаимодействии с нашими российскими коллегами. Мы высоко ценим их неизменную поддержку. Сегодняшний форум – это открытая рабочая площадка для честного и предметного разговора о самых актуальных и сложных вопросах, стоящих перед нашей страной. Программа форума сформулирована и сфокусирована вокруг трех ключевых направлений, которые определяют основу нашей устойчивости и развития. Выступая перед собравшимися, премьер-министр Абхазии Владимир Делба отметил высокую значимость проведения подобных мероприятий, пожелав всем участникам удачи и плодотворной работы в рамках форума. Форум «Команда Абхазии» объединил нас для важного диалога о настоящем и будущем нашей страны, подчеркнул Делба. Молодые люди, ставшие победителями конкурса, это наше настоящее. И 46 человек из них уже являются действующими государственными служащими, руководителями ответственных направлений и проектов, а более 10 получили новые назначения или повышение по службе в течение последних 6 месяцев. Хочу особо подчеркнуть, что команда Абхазии – это больше, чем конкурс. Это растущее сообщество единомышленников. Это команда президента, объединяющая не только действующих руководителей и управленцев, но и каждого, кто лично готов принять участие
в деле развития своего села, города, района и своей страны. Первый форум команды Абхазии, в работе которого принимают участие как профильные эксперты и ученые, так и общественные деятели, посетил и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин. Приветствуя участников форума, он рассказал об истории конкурса «Лидеры», запущенного в России 8 лет назад и ставшего прообразом конкурса «Команда Абхазии». В 2017 году был запущен первый конкурс «Лидеры России», по подобию которого произошел конкурс «Команда Абхазии». С тех пор в 2017 году создалась президентская платформа, прошло 8 лет. И сегодня это 25 миллионов участников, более 60 разных проектов разных целевых аудиторий и огромное количество успехов той системы, которую мы создаем. Это сначала нужно создать лестницу, каждый человек изъявляет желание потрудиться и куда-то двигаться вперед. А потом за его заслуги и достоинства превращается в социальный лифт. Мы сегодня видим эти результаты в проекте «Команда Абхазии». Проект «Команда Абхазия» стал гораздо больше. В каком-то смысле, в моем понимании, может быть, он близится к какой-то национальной идее, которая объединяет огромное количество людей. Генеральный директор команды Абхазии Георгий Габуния, приветствуя участников форума, отметил, что организация нацелена на поиск талантливых людей, дальнейшее обучение и поддержку их проектов. В Абхазии есть мощный кадровый потенциал, который нуждается в системной поддержке и развитии. Именно конкурс стал отправной точкой, которая наглядно показала необходимость создания полноценной организации. Стало понятно, что нельзя останавливаться на одном лишь поле, нужно выстраивать непрерывную траекторию роста, от поиска талантов и их обучения до поддержки их проектов и интеграции в профессиональное сообщество. Главная ясная цель организации – создать в республике систему, которая поможет каждому человеку раскрыть талант, найти свой путь и реализовать себя на благо страны. Далее на полях форума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между администрацией президента Абхазии и платформой «Россия – страна возможностей». Подписантами выступили глава администрации президента Беслан Эшба и гендиректор организации Андрей Бетин. Меморандум позволяет нам в первую очередь закрыть юридические вопросы, а во вторую более системно развиваться большой широтой. Я напомню, что президентская платформа «Россия – страна возможностей» в сегодняшний момент это свыше 25 миллионов участников и более 60 проектов. Уверен, что и в дальнейшем мы сможем передать методологии по разным проектам при необходимости запуска их в Абхазии, а непосредственно сама управленческая команда проекта «Команда Абхазии» сможет реализовать их в республике. На форуме состоялось обсуждение ряда стратегически важных вопросов и сфер государственного управления. В частности, члены правительства и представители профильных ведомств провели масштабную работу в рамках тематических секций, посвященных туризму и гостеприимству, медиапродвижению, энергетике, сельскому хозяйству и социальной сфере, от культуры и образования до медицины и спорта. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Около 200 миллионов рублей удалось сэкономить благодаря снижению потребления электроэнергии в этом году. Об этом в рамках энергетической секции форума «Команда Абхазии» рассказал министр Батал Мужба. За 9 месяцев 2025 года потребление электроэнергии в Абхазии снизилось на 61 миллион киловатт-часов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В деньгах, если бы мы покупали этот объем, нам пришлось бы заплатить свыше 200 миллионов рублей, подчеркнул министр энергетики. Он также сообщил, что по поручению президента с августа начался коммерческий переток из России. За 3 месяца за счет собственных средств Черноморэнерго была закуплена электроэнергия на 171 миллион рублей. Это делается для того, чтобы пройти зимний период без веерных отключений света, пояснил министр. Историю Абхазии введут в учебные планы школ в качестве отдельного предмета, сообщает Апснепресс. Министр просвещения Абхазии Хан Агунба, выступая на секции «Социальная сфера» форума «Команда Абхазии», отметил, что воспитание подрастающего поколения включает в себя не только передачу им знаний, но и формирование нравственных ценностей, гражданской ответственности и активной жизненной позиции. Я хочу подчеркнуть, это не говорит о том, что мы не проходим сегодня историю своего государства. Мы проходим ее, но в рамках предмета «Всеобщая история». Президент поставил задачу разделить эти предметы и более подробно изучать историю своего государства.
Презентация книги государственного и общественного деятеля Клементия Джинджоли «Воспоминания» прошла в Сухуми. В Национальной библиотеке собрались его родные и близкие, друзья и соратники. Своими воспоминаниями Клементий Джинджоли поделился с журналистом Еленой Заводской. Но опубликовать их он завещал и только после своей смерти. Редактировал книгу и готовил к печати Станислав Лакоба. Презентовать ее он планировал этой осенью сам, но вышло так, что воспоминания увидели свет после смерти обоих. Остались вот эти воспоминания, которые он записал на диктофон еще в 2018 году. При мне было несколько раз, когда Станислав Лакоба говорил ему: напиши что-нибудь из того, что ты мне рассказываешь устно, потому что он обладал колоссальным объемом информации в деталях, особенно о периоде предвоенном, во время войны, поскольку деятельность его зачастую носила такой неафишируемый характер, особенно в том, что касается во время войны, особенно в том, что касается предвоенной ситуации и становления рабочего и национального освободительного движения в Торчале. Вот, очень многие события, даже для людей знающих, которые изложены в этих воспоминаниях, являются новыми или недостаточно хорошо известными. Он там упоминает очень много людей, которые буквально по именам, по фамилиям. Вот, конечно, невозможно о всех рассказать, но, тем не менее, определенная работа была проведена. То, что касается военного периода, многие знают, что практически он вместе с присутствующим здесь Эриком Берзения, и еще там было несколько человек, которые день и ночь занимались вопросами снабжения Восточного фронта всем самым необходимым, начиная от лекарств, заканчивая вооружением. Есть еще одно обстоятельство, которое хотелось бы подчеркнуть. Это книга воспоминаний, она была издана историческим обществом под эгидой историко-мемориального музея имени Нестора Лакоба. И это последняя работа, которую редактировал Станислав Лакоба. Документальный фильм «Танцуй как Дзыба» презентовали в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумбы. Это история о легендарном танцоре и балетмейстере, народном артисте РСФСР Георгии Дзыба, человеке, вдохновившем не одно поколение артистов. Фильм создан в рамках проекта «Амазара», посвященного нематериальному наследию абхазо-абазинского народа. Проект реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс и автономная некоммерческая организация «Алашара». Подробнее Заур Кварчи. Фильм «Танцуй как Дзыба» рассказывает о человеке, чье имя стало символом профессионализма и вдохновения для танцоров всего Кавказа. Георгий Дзыба – хореограф, который создал собственную школу сценического танца, объединившую традиции и энергетику разных народов региона. Сегодня в Государственной филармонии мы представим документальный фильм о знаменитом балетмейстере, танцоре, трюкаче Георгии Дзыба. Это фильм «Дань памяти о нем». Мы хотим, чтобы через фильм люди узнали о нем, прониклись и узнали о его величии и его весомом вкладе в искусстве танца. Работа над фильмом продолжалась больше года. Съемочная группа побывала в Абхазии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Авторы собрали десятки воспоминаний, интервью и редких архивных кадров, чтобы воссоздать творческий путь артиста, который вывел кавказский танец на новую высоту. Идея родилась давно, но были опасения вообще, так как человека свыше 50 лет уже нет на свете. Мы боялись, что он, его не помнят. Но первая наша выездная
как бы съемочная группа, когда приехала сюда, мы были очень рады тому, что его здесь помнят и хорошо, и какие-то очень интересные моменты рассказали. Это нас очень вдохновило, окрылило, и, в принципе, по цепочке пошли и выездные съемочные дни в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне. О нем все помнят достаточно хорошо, интересные факты рассказали о нем. И мы поняли, что у нас будет очень крутой фильм. Георгий Дзыба родился в семье музыкантов и начал танцевать в 13 лет. Его постановки отличались динамикой, силой и эмоциональной выразительностью. Благодаря уникальной манере исполнения и глубокой музыкальности он стал символом кавказского танца и примером для многих поколений артистов. Выражение «танцуй как Дзыба» до сих пор остается знаком высшего мастерства и безупречного вкуса. Он уникальный человек был. Тогда не было в то время балетмейстера, профессиональных. Наша область, тогда была область, но он такие танцы ставил, которых не было вообще на Кавказе. Танец сабли, нацкий танец назвали его. Он впервые поставил, и весь Кавказ начал исполнять его. Фильм стал частью проекта «Амазара» — совместной инициативы Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и автономной некоммерческой организации «Алашара». Проект «Амазара» направлен на сохранение и развитие нашего культурного наследия нашего народа. В рамках этого проекта были сняты фильмы про национальные игры, про национальные музыкальные инструменты, про наши танцы, про наши песни, про ножи. То есть очень много фильмов, но этот фильм уникален тем, что это первый биографический фильм. Это история наша общая, о великом человеке, который внес большой вклад в развитие нашей культуры. Мы очень рады сегодня в этом прекрасном зале презентовать этот фильм. После премьеры в Сухуме фильм будет показан в других республиках Кавказа. Организаторы уверены, история Георгия Дзыба найдет отклик у зрителей, ведь она о преданности делу, любви к родной культуре и силе искусства, которая объединяет народы. Заур Кварча, Инала Кухава, Абазатовы. Историческая дата. 33 года назад, 7 и 8 октября 1992 года в селе Лыхны состоялся первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа. В работе конгресса приняли участие представители диаспор дальнего и ближнего зарубежья, делегаты из Кабарды, Адыгеи, Шапсуги, Абазашты. Это событие стало исключительно важным для поднятия духа и поддержки абхазского народа в период Отечественной войны 1992-1993 годов. Интернационалды ибишча хасунмерха амбоца халав яхиджаглас ядерпшхо айбишрат пчиара куирбсурана яха яларшахлит апсуа акби дунизикби конгресса усура аларгара айбишра амта хаштаглуги апхразтазиге конгресса химипсуа лахнашта ятай арайгоп туркбуланд Сириян, Англиян, Иорданиян, Голландиян, Американ, Нхыцкавказын, Батымын, Москван тухра апсуар хатарныкча. Еха апсуа идызгылу, ырдацпаш рыпсадгил ашартара ентагылу амтыз, апсуа акбеду низик бир конгресс язпшыз заткуа мачцам. Апсуа хюнткарра ишивдру ейпш, зискююш шукса инархохё яхыцват. Хара мафирла, ма Хкалана Кавказ хакнам галазы. Харай хамуб хторых псадгел урцигерап рапыхра яха ага дашту. Хара хармчква ага псны ялцара ялагай. Ацухтан пямшква ирылагдзына амрартафярах пяпсны ахы якуйту. Ариакыр цаску яйру згуяна год хторых адака корчо чыцны язарту ахтыску ирулку. Хартапсуа аджуиту хаштам хара аджги хикумлейт искулас харахау адунезиги ачо ейпш харги азин хаму хапсадгилы ахакуйтры рз акпара хара хзыштоу анчаду яхапишез уй хнапы яница зау усанакха хара яйрах гойт сарыстаху пабризиги агуравжгарц.
Зыки жишипшини жижая шукса, абцарамза бжба абарзы, лыхнакытын, хара, апсуа базажлар хатарнакча, имепаагет рапхадзитви адунейзекви апсуа базар конгресс, яги хадахкл абри декларация. Рапхадзакун хайзет, ехах турух псадгилача. Хайзет харах гуграку хамана, апсны, Кавказ, адунейкун хо ажлар козаги, абзиебере атыншри рзехшим. Ехахчап хекугуло атурух цаква ирвакуб хажлар рейдилар азцара. Харибзиедза не адыруетар азцара ацбара уси шимарьям, уяма окумацамака. Аха харги вахада чемюк хамадза. Иқам да чатыпуги хара хайдилар ахалшо хтурух псадги лакнада. Апсу зажлар диаспора хтурух псадгилах рхнхра мчила иқаларги хтахым. Харамчила хапсадгил хақган, аха яхтаху барах хақнхра хала. А цивилизация уажлара ишафну абқарака ирукршана. А гургана хақо пирубасги ариявус ишахацгуло а республика пснай хабира. Харах диаспора зланхо агирт атылоку рейхабираге. Абрия декларацияла хара акпи адунизекпи апсуа базар конгрессияла хоза делегация и харца бргойт хажлар яха изхаава уртру турух мчха. А республика псны лохнакыта абцарам зааба зыкишипшини жижая шукса. Программу об истории создания Абхазо-Абазинского конгресса из архива Абаза ТВ смотрите после выпуска новостей. Накануне в парламенте обсудили проблему оформления недвижимости. С 1 октября в силу вступил закон о кадастре недвижимости, согласно которому функции БТИ при администрациях районов переданы кадастровой палате. Это значит, что любые сделки с недвижимостью, будь то продажа, дарение или вступление в наследство, нужно оформлять в кадастровой палате, которая открыла свои представительства во всех районах. Но за первую неделю она не выдала гражданам ни одного документа, а нотариусы не оформили ни одной сделки. Почему так произошло, кто виноват и что с этим делать, обсудили на заседании парламентского комитета по экономике, куда пригласили представителей исполнительной власти. Подробнее Надежда Боровикова. Расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике и реформам открыл спикер парламента Лаша Ашуба. Он объяснил, что депутаты пригласили представителей исполнительной власти из-за участившихся жалоб их избирателей на сложности в оформлении недвижимости. Сегодня собираемся, наверное, по наболевшей теме, вопрос, связанный с кадастром. Мы собирались на этот счет еще весной этого года, обсуждали все вопросы вместе с руководителем кадастровой палаты. Также были руководители БТИ со всей республики. Мы здесь очень горячо все эти вопросы обсуждаем. Помните, что было принято решение до 1 октября 2021 года отсрочить вступление в силу данного закона. Насколько я помню, наш диалог, он заключался в следующем. Не все, может, но стороны согласились с тем, что до 1 октября часть вопросов будут сняты. В том числе и вы, Тимур Бесланович, говорили о том, что вы готовы к реализации всего этого. Но, как мы и предполагали, 1 октября наступило, и вопросы практически те же остались. Полную версию репортажа смотрите после выпуска новостей. Тело российского туриста доставили в Сухум с перевала Хыбста, сообщает Апснепресс. По данным МЧС Абхазии, житель Ярославля Дмитрий Букин 1969 года рождения скончался во время путешествия туристической группы в горах Абхазии. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, вылетевшие накануне на вертолете в Министерство обороны на перевал Хыбста, эвакуировали тело умершего и доставили в Сухумский морг. Более 11 тысяч водительских прав российского образца выдали в Абхазии, сообщает глава ГАИ Дами Авицбе информагентству «Спутник Абхазии». Еще 807 удостоверений готовы и ждут владельцев. Упрощенный порядок выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии действует только до 1 апреля 2026 года. После этой даты водителям нужно будет получать удостоверение в России на общих основаниях.
Абхазская модель Адица Берзени открыла показ «Шанель» в рамках Парижской недели моды. И не просто открыла. Последние полгода она работала в «Шанель Ин-хаус» моделью. Это значит, что все примерки новый креативный директор бренда Матьё Блази делал на ней. Мы много разговаривали, он очень интересовался, что такое Абхазия. Никто ничего про нее не знал. Я показала карту, рассказала про наши обычаи, что у нас свой язык, своя культура, сообщила Адица Берзени в интервью модному обозревателю Ксении Соловьевой. Более того, благодаря Адице Берзени творческая команда «Шанель» стала ближе к Абхазии. Модель привезла из дома копченый сыр, который делает ее дядя, вино, сушеную хурму, инжир, пастилу и устроила застолье в традициях абхазского гостеприимства. Резиденты «Шанель» высоко оценили сыр, но особенно им понравился аджинджух. Что? Застывший виноградный сок? Не верили они. Открывать самый ожидаемый дебют Парижской недели моды – большая честь. Это событие без сомнений выводит Адицу Берзени на новый профессиональный уровень. Водоканал сообщает, 8 октября с 0 до 20:00 будет прекращена подача воды в следующих районах Сухум. Улица Эшба, Старый поселок, улица Адыгейская, Нагорный, центральная часть города, ВМ, рынок, Маяк. Воду отключат для проведения ремонтных работ на пересечении улицы Джоно с проспекта Маяйра по улице Лакоба и по улице Бейгуа. Анонс предстоящих событий. Русдрам приглашает посетить 8 октября в 19:00 спектакль «Метод», 9 октября в 19:00 спектакль «Оскар». В Абхазской госфилармонии 8 октября в 19:00 пройдет гала-концерт 11-го международного фестиваля вокалистов «Дружба без границ». Новости спорта. Абхазский боксер Харитон Аграба одержал уверенную победу над чемпионом Африки по версии WBO Чарльзом Шинима на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Бой продлился все 10 раундов. По итогам поединка все трое судей единогласно отдали победу Харитону Аграба, который уверенно контролировал ход встречи и действовал точнее соперника. Смотрите в нашем эфире видеозапись турнира с участием Харитона Аграба. В Мытищах прошел турнир по самбо памяти Дениса Кварацхелия, талантливого спортсмена, кандидата в мастера спорта по универсальному бою из самбо, члена сборной России. Он готовился стать тренером и внести свой вклад в развитие спорта, но, к сожалению, погиб молодым. В турнире приняли участие 420 юных самбистов из 54 команд, представлявших 12 регионов России. Среди них были победители региональных первенств и национальных чемпионатов. Почетными гостями стали родные и близкие друзья Дениса, которые поддержали участников. Перспективный спортсмен, верный товарищ и просто хороший человек. Это все про воспитанника школы ЦДЮС. Всероссийский турнир по самбо, который состоялся в Мытищинском центре единоборств, посвятили именно ему. Юноша мечтал стать тренером и развивал спорт, но трагически погиб в автокатастрофе. Ему было всего 18. Несмотря на юный возраст, он уже успел добиться многого. Стать кандидатом в мастера спорта по универсальному бою из самбо, членом сборной команды России и Московской области, победителем и призером первенств Московской области, Центрального федерального округа России и мира. У Дениса была отличительная черта. Он у нас был настолько добрый, отзывчивый мальчик, что он был готов сделать что-то в ущерб себе, но всегда пойти на помощь, навстречу товарищам, ближним, окружающим, особенно младшему поколению. Этого ребенка, спортсмена, его действительно любили все. Для нас, конечно, это безусловно важно. Мы всем благодарны за поддержку. Рады всегда видеть всех на Мытищинской земле, тем более на
турнире памяти Дениса Кварацхелия. Денис всегда был образцом для подражания как для старших, так и младших товарищей. По словам тренера, он оставил след в сердце каждого. Именно поэтому столько спортсменов приняли участие в турнире, а это свыше 400 юных самбистов из 54 команд из 12 регионов России. Ребята состязались в двух возрастных категориях 12-14 и 14-16 лет. Среди участников победители региональных первенств и национальных чемпионатов. Мытищинские спортсмены показали отличные результаты, завоевав 7 золотых медалей. С 8 по 12 октября в парке Курченко пройдет турнир по баскетболу среди ветеранов. В турнире, посвященном памяти первого президента Олимпийского комитета Абхазии Валерия Барцицы и заслуженного тренера Абхазии Станислава Сущенко, примут участие 12 команд из России и Абхазии. Впервые сформирована женская команда ветеранов. А в завершении выпуска прогноз погоды. В среду 8 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, днем 26. Температура морской воды плюс 21. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.